работал на стройке, потом охранником работал. Ну, на стройке вентиляции делал, ну, жестянщиком работал. Разные рабочие там, охранником работал. Мы же люди советских времен, поэтому у нас уже патриотизм внутри. С детства мы смотрели военные фильмы там постоянно, с самого детства, начиная с Октябренко до Комсомол там дальше. Учили нас патриотизму. Поэтому мы близнецы, вот у меня еще брат есть. Он первым ушел добровольцем. И он ранение получил сейчас. Ну, ему гипс сделали сейчас. Нормально, говорит. А потом, ну, должны были вместе поехать. А у меня здесь проблемы в городе, поэтому я позже поехал. Ну, тоже добровольцем. Брат тоже поехал через Батур. И я тоже поехал в Батур. Ну, мы уехали в ноябре, по-моему, 2 числа отсюда выехали. 44 человека, по-моему, ну, поехали. Здесь мы 2 месяца учились в Якутске, да, и инструктора очень тоже бывшие военные, ну, тоже воевавшие, тоже учили по всем направлениям, ну, имеется в виду там физподготовка, там, минирование, там, ну, всему там. И оружие учили, все учили. Но мы якуты, то на самом деле мы охотники. Мы оружие-то знаем с детства, как обращаться с оружием. Но военная техника – это другое. Мы там учили и минирование, там, ну, всему учили военные. Я служил в срочке в Казахстане в советское время, в 1987 году в Байконуре служил. Ну, вместе с братом вместе служили. Ну, вот, потом приехали, после я работал, брат тоже работал. Мой дед тоже воевал, советское, ну, Великой Отечественной тоже воевал. И у меня уже с детства тоже есть такой, что надо Родину защищать. И свою республику, и Россию, в общем. Это наша Россия. Надо защищать. Это я поехал там уже, да, перед Киевом. Раньше думал, что это просто спецоперация, а там настоящая война идет. Там тоже эти наемники, вся Европа воюет против нас. Если надо, вот я еще отец-одиночка, да, я хотел 2 раз поехать, но вот еще надо ребенку на ноги поднять надо, поэтому не поехал 2 раз. Ребята, которые... Да, ребята уже поехали, уже повторно поехали. И меня звали, поехали. Но не получилось. Ну, в основном обстрелы там. Таких стрелковых боев там мало. Одну случай могу рассказать. Когда нам приказ дали, я служил, ну, отсюда мы после учебки приехали туда, нас всех пораскидали, ну, имеется в виду, там, кого-то на миномет, там, кого-то штурмовую отряд, нас 5 человек на зенитку поставили. Я как стрелок-наводчик был. И нам вот 1 раз приказ дали, да, вот надо на позиции снайпер работает. На первой позиции, ну, 2 позиции. Первая позиция снайпер работает. Вон там отработать, ну, нам сказали. Сначала дали, нам надо было стрелять за мобилизованными. А мобилизованные начальство нам сказали, нельзя. За нами после вас обстрелы будут, ну, на них. Поэтому нам пришлось самим решить вопрос, на приказ надо выполнить. Поэтому мы поехали, там нейтральную зону, почти рядом с лучниками. И там мы обстреляли, потом 2 позиции поехали. И там мы их склад взорвали. Ну, склад с боеприпасами там взорвали. Это наши разведчики, дивизионные разведчики сняли видео, как мы взорвали этот склад. Потом на нас обстрелы там начались, минометные там, ну, все, со всех оружий. И мы вышли с этого, ну, с нейтральной зоны. Просто у нас погода помогла, потому что
эти птички не работали. И птичка — это дрон. Не работали, мы успели выйти оттуда, ну, живыми. А так бы нас тоже там уничтожили бы. Вышли, и все там мобилизованные, все рады, наши спасатели. И все, мы выехали там. Еще случай был у нас там. Вот комбат, да, вот я благодарю вот комбата, да, наших командиров, которые... Комбат — это доцент комбат, и его заместитель Аргунов, Аргун позывной. И еще водитель их, ну, с ними водитель постоянный, это Заяц, ну, позывной Кобах. Он, вот эти вот герои. Мы с ними поехали, это Ягодный, и на нас тоже обстрелы были. Вот мы комбат и Аргун, там геройство, ну, тоже мы вышли, ну, чуть нас не убили там. Мы вышли, и потом их забрали, эти разведчики, а мы обратно поехали на позицию. Ну, много таких случаев было. Один раз нам приказ был буксировать передке, да, там Урал стоит, который, мотор, ну, движок целый, остальное все пробитое, а там обстрелы идут. И нам приказ, надо это Урал буксировать на Рембат. Это далеко. И мы поехали под обстрелом. Все эти колеса сняли, новые колеса поставили, потом буксиром там обстреливали, мы буксиром его до Рембата увезли. Вот такие случаи много было. Вот поэтому мы пользуемся случаем комбата и Аргуна. Аргунов, вот это водитель Кобах позывной. Они герои, это я сейчас говорю. Скажу, да, вот смерти все боятся. Все. И украинцы, и мы тоже боимся. Никто не хочет умереть. Но надо приказ сделать, выполнить. Это, ну, приказ есть приказ. Мы вернулись в феврале, там, ну, после окончания контракта мы вернулись. И вот сейчас работаю на стройке живыми, благодаря нашим командиров и медиков. Мир смотришь уже по-другому. Да, вообще человек меняется после войны. Раньше, как, можно сказать, как одним днем живешь, а сейчас уже думаешь, все. Да, брат, вот новый, 3 раза ему гипс сделали. Гипсовый протез. Сейчас, говорит, нормальный протез, сейчас, говорит, нормально хожу. Я его брату говорю, я все отомстил за тебя. Первым Батуром поехал. Я тоже Батуром поехал, я вторым, по-моему, поехал. А он первым поехал, и как раз обстрелы, и это наступление у них было, и много тоже погибли там народу. И он ногу мини подорвался. Но сейчас нормально, сейчас уже работает.